прошлой поездки еще бураном не занимался, надо посмотреть там. Лед отбить. Обледенело все. Наверное, там и вообще ТО надо сделать. Видим, что у нас там с бураном. Лебедка у меня, наверное, не была. Тоже надо на буран ставить обратно. Так. Выгнал я буран на улицу. Здесь я буду ковыряться и поставлю на бок и посмотрим там, что на гусеницах. И руль как-то люфтит все. Вон какой ущерб еще я тогда я задел. Как-то скинула меня с бураницы в деревья и трещина пошла. Она стекло это заводское, но она как-то не такая твердая. Она, видимо, по сроку, наверное, тоже уже начала твердеть, и из-за этого, может, лопнула. Писали, что в комментариях вместо жести надо ставить транспортерную ленту. Это я где-то уже видел и слышал, но ленту у меня такого нету. Из-за этого я сделал жесть. Но он тоже гнется как-то нормально. Как бы амортизация есть. Может, и ремень, конечно, намного лучше, но что есть, из чего можно сделать, я сам делаю. Просто сейчас ленты нет. Короче, ставим на бок, посмотрим, что там под гусеницами. Надо тоже вариатор смазать, там вкладыши смазать и некоторые моменты посмотреть, то небольшое сделать. Так. С прошлого раза комки там и не слетели, все там еще. Основные комки, конечно, походу, наверное, ушли, слетели, а вот еще оставалось тут. Не говоря, а что там творилось? Из-за этих комков все стопорило, там буран не ехал, в наледь заезжали, еле выехали оттуда. Вот так вот. Так, основное еще остается. Короче, вон лед. Вот такие льдины по всей гусенице.
гелика. Такие комки. И вон там все набито тоже внутри, с другой стороны, на другой гусенице. Все набито льдом. Я думал, при езде там, когда ехали, оттуда еще как-то упадет. Но отлетит лед, а нифига, все замерзло. Это как всегда со мной тоже. Блин. Даже не могу отбить. Вот такие льдинки тут. Льдинка, растай. Так, вроде вон. Ну, не может выйти еще. Так что надо перед тем, как выехать на речку, обязательно проверить. Как-то еще легко отделались тогда в тот день. Выехать смогли хоть. Так и куски комкона. Пальцы одубели. Холодно сегодня у нас. Ладно, я буду разбираться с этими гусяками. Все надо вычистить сперва одну сторону, также на бок поставлю и с другой стороны еще почищу. Вон удобный такой ремень стяжной, тоже вот держит хорошо. Все в одиночку можно сделать. Спасает и когда я застрял, можно выйти с помощью такого ремня. И сейчас вот на бок повалил, если какой ремонт нужен, здесь тоже все можно сделать. Вот так вот. Ладно, пока занимаюсь этим. Внизу, короче, все я прочистил там, гусяки, все свободное, лед. Что было там, я удалил. Комки такие большие. Сейчас уже снял капот. И опять бак пустой. Мать моя хуй нахуй. Вот это обжора, блин. Осталось 10 литров. Я заливал на также почти 29 литров. Так, 19 литров. И 19 литров ушло на 51 километр. Вот и считайте. 51 километр. 19 литров. Вообще ужасно жрет. И я думаю, дело в карбюраторе, может там. Сейчас еще сниму крышку вариатора, посмотреть там. Он еще так уже ремень там немножко стал засовывать. Что-то как будто едет и орет. Так. Там шайбу надо, я сниму. И в принципе еще надо смазать вот тут вкладыши. 4 штуки, наверное, или 2, не помню уже сколько. И здесь еще вот. Так, раз, два, три. Значит, здесь 3 вкладыша, тоже смажу. Уровень масла посмотреть в редукторе. И здесь 4 вкладыша. Так, как это дело тоже сделать. Везде вот у сосны иголки там большой. И такой люфт. Но это нормально, это наш буран. Русская механика так и делает. Все люфтит, едет. Главное, чтобы... свечи надо еще почистить. Чтобы забыть, сразу крышку тоже сниму. Это, блин, могу и забыть. Вот так. Капот снял, крышку снял. Вот такое чудовище становится. Так. Здесь тоже бардак, везде иголки. Так, вот стоит карбюратор Микуни. Карбюратор Микуни.
И может как-то иглу там надо, уровень на игле как-то надо поменять. Я не знаю, что надо делать, но топливо. И когда газую, вот я чувствую, что богатая смесь. Так, свечи надо сразу почистить. Так. Ремень не гнус тоже, наверное, уже. Ремень, наверное, износился. Так. Так, какой там стоит? Ну, я, как и говорил, вот посылку получал вот 33-й. А мне ремень подарили 34-й. Ну, в принципе, может, тоже подойдет. А сейчас я пока, как я буду смазывать вкладыши, я там шайбу уберу и буду еще пользоваться этим. Но уже, наверное, скоро буду менять ремень. Вот так вот. Так. Ну что еще тут? В принципе, если уровень масла нормально, тут тогда ничего еще смазывать не буду до весны. А весной уже здесь тоже набивать буду литолом. И тот еще конец вала тоже буду набивать литолом. Ну, немножко так. Тоже смажу, но это весной. А сейчас пока будет смазка, хватает там. Вкладыши не изношены, как я смотрю. Темно, но видно, что вкладыши в порядке. Немножко смажу и все. Да, и тут чуть-чуть смазка требуется уже. Так. Может, какие-то еще винтики надо покрутить тут, чтобы меньше топлива уходило. Не знаю, вот где и как. Вот тут я вижу винтик. Винтик 1 назову. Что за винтик? Так, и еще, наверное, больше я не вижу. Больше винтиков я не вижу. Вот один винтик я вижу. Винтик 1 с правой стороны. И, вот еще один. Это винтик 2. Я буду называть вам слева. Когда вот смотришь, скажем, от сиденья, от бурана. Слева 2 винтик, справа 1 винтик. Первый винтик, я так назову. Может, какие-то винтики надо подкрутить, чтобы топливо меньше уходило. Так, ну ладно, я буду заниматься этой ерундой, пока смазывать все это дело. Проверю уровень масла. И дальше заправим топливо. И дальше будем ездить. Вкладыши немного. Так. А тут вообще оказывается 2 вкладыша только. Так. Вот, ребята, оказывается, ну да, 4 есть, да? 4 вкладыша. Ну, в принципе, тут тоже немножко смазать надо. Здесь все сухое, гремит. Все это буду смазывать. Так. Все падает куда-то. Так, ну что, у меня тут, ребята, масло Husqvarna написано, а здесь у меня трансмиссионное масло. Так что я заливаю в картер. Не в картер, а в коробку. И я вот этим трансмиссионным маслом еще, чтобы меньше стучало,
Вот тут смазываю вот эти места. Основная смазка, конечно, будет весной, но сейчас еще ездить и вот тут еще это дело смазываю, чтобы меньше стучало. Сухое, вообще сухое. Вот этот ролик, когда не без смазки, он изнашивается, вот это место, изнашивается и гремит вариатор. Вообще жестко гремит. А сейчас я все это дело смажу. Смазка зайдет вот туда. И все будет нормально. Вот так. Видели? Здесь тоже. Что с одной стороны, что с другой. Все. Видели как? Она должна ходить свободно, вон. Видели как? Все свободно ходит. И этот ролик также должна крутиться спокойно, свободно. Должна быть там смазка внутри. Трансмиссионная полусинтетика. Самое то. А вот тут уже еще не смазала. Слышите как? Все сухо. Здесь тоже надо смазать. Вон. Все сухо. А здесь я помазал. Вон. Видели? Там смазка. Ничего и греметь не будет. Все вкладыши выпали у меня. И тут вкладыш тоже, вон, ушко сломалось. На чем держится. Из-за этого упало она. Так, ладно, я все это дело продолжаю смазывать. Все, ребят. Слышите какой-нибудь звук? Вы не должны слышать, потому что я все это смазал. Все гладко, ровно. Аж поет. И здесь никакого стука в вариаторе такого громкого не должно быть, потому что все смазано. И остается только еще смазать уже циакин, наверное, правильно называется. Уже буду смазывать вкладыши. Вот тут. Оказывается, 4 вкладыша. Ну, я так и думал. Айдамон. Вот обычно циакином мажу. Смазываешь и вставляешь. Вот так. Этот вообще почему-то ушко тут торчит, и она выпала, она сломалась ушко. Также вот так смазываешь, чтобы, короче, он скользил. Никакого стука не будет. Так, тоже никуда не упадет. И еще 2. Айдафу, монтатыш. Тоже вот тут. Смажем. И тут смажем. Кто-то на буране полетел. Видно, как газует. Орет буран, сейчас сядет. Вообще ужасно сейчас. Снег глубоко. Майдаму за тысяч. Все. Вариатор к бою готов. Я все помазал тут. Все ровно. Так. Ну что тут у нас? Еще на крышке я помажу вот, где вот эти ролики, куда попадают. Здесь еще помажу.
тут. Так, немного. Слишком много смазывать тоже не надо. Лишнее будет заходить оттуда. Все. Здесь у меня смазано уже вкладыши. Все, буду собирать. Что потом. Тут в принципе уже больше смазывать ничего не надо. А вал я буду смазывать весной. Здесь еще вал, вот этот вал. Вот тут отверстие. Туда я смазку я буду, ну, немножко литого туда смажу, просто по... Так. Вариатор затянули передние вкладыши, тоже я смазал циакимом. И снимать не стал, там темно, ничего не видно все равно. И еще проверим свечи, нагар свечей. И еще уровень масла в коробке. Свечи также давно уже не проверял. Наверное, нагара там уже, потому что автолом пользуюсь, а от автола там нагар хороший. Угу. Все обсерилано. Видно, что богатые, карбюратор богатый. Подача топлива большая. Немножко надо отрегулировать, и не знаю как. Так вот. Все, свеча почти как новая. Еще будет работать. Короче, вот этим я сегодня занимаюсь. Небольшой ТО у меня. Угу. Нормально. Также вторую свечу проверю и уровень масла. Так. Короче, я открыл крышку уже. Вон там отверстие. Здесь также можно проверить натяжку цепь в каком состоянии. Но темно не видно. Но вроде как цепь еще натягивать не надо. Когда слишком натянуто, цепь быстрее рвется. Слишком ослаблено, то также нельзя держать. Бьет корпус там и еще тоже, надо золотую середину найти. Где-то вот по паспорту не знаю, сколько миллиметров должно шататься, но как я вот трогаю, все нормально. И еще проверим уровень
стартере. Ой, все, ошибаюсь. В коробке. Вот так. Стоит. Щуп. И проверяем вот так. Все норма. В середине. Ничего добавлять не надо. Масло не ушло из коробки. И добавлять пока еще ничего не надо. Обратно пробку вставляем. Неудобно одной рукой. В общем, я буду закрывать. Ну что, еще остается заправить и капот поставить на место. И будем дальше ездить на рыбалку. Сейчас скоро на оно уже, может быть, поедем. И еще придется отремонтировать вот эту штучку. Стекло пиздец. Стекло. Пошел. Здесь надо сшить с проволокой. Другого варианта я не вижу. Как можно отремонтировать такую трещину. Только обшивая, ну, сшить. Там дырки делаешь и проволокой, медной проволокой обшиваешь. Ну, зашиваешь. Все, вообще. Короче, батарейка тоже замигала. В общем, я немножко показал, какое у меня ТО бывает. 2 раза в сезон обычно я делаю. Смазываю вариатор, проверяю в коробке масло. И, в принципе, по ходу, что понадобится, дальше ремонты делаем. А на этом все. Всем пока и до новых встреч на Правдивкоме. Батарейка вообще замигала. Сейчас выключится. Всем пока, в общем, ребят.